Так, я сегодня вам расскажу про отрицательных персонажей якутского эпоса, про злых духов, чудовищ Нижнего мира, абасы. Вообще надо понимать, что абасы Волонхо и абасы, не скажу наяву, да, а абасы мифологии, они имеют различные истоки происхождения. Настоящие древние абасы в мифологии, да, существуют из начала миров. Они живут в подземном мире, на западных и на южных небесах. По мифологических воззрениях Саха все эпидемии, все болезни, они связаны вот именно с чудовищами абасы. Например, есть мелкие абасы, как до этого я рассказывал, абасы населяют не только подземный мир, да, но они населяют и средний мир, и, как я рассказывал, еще они живут в верхнем мире. И вот все мелкие абасы, населяющие вот средний мир, это могут быть ичи, юэр, оюна багыта. Либо они в якутском языке их обозначают как дретенник, чучөкке, хюллюкюнь, эмегет, сибень, хохон. Вот различные такие названия имеют. А вот олонхо багыта, они сказочные, такие эпические абасы, которые имеют свои особенности, свои функциональные такие характеристики. В эпической системе олонхо они подразделяются на мужские образы и подразделяются на женские образы. Мужские образы в олонхо, они более такие, можно сказать, богатые, да? Там есть главный вождь абасы, там есть богатыри абасы, существа полуаи, полуабасы, есть шаманы абасы, рабы. Женская образная система, она более узкая. Там это девка басы, удаганка басы, старушка басы. И все они, конечно, в сюжетной линии занимают те или иные позиции, да? Конечно, самым главным вождем, главой всех абасы это Арсандолай. Либо его называют по-другому Арджамбор Мангалай, Алабурай. Как я рассказывал вам про главных героев, то, что они 1514 имен персонажей. Такое может быть, что имен главного этого главаря абасы тоже может быть очень много, конечно, со своими такими устойчивыми характеристиками и, может быть, какие-то свои особенности. И он обычно является отцом всех богатырей абасы Волонхо, но иногда он в текстах Волонхо имеет эпизодический характер. Волонхо обычно основную сюжетной линии занимает сам богатырь абасы, который хочет украсть суженую богатыря Аи, который хочет тоже иметь свое счастье, как и богатырь Аи. И согласно мифу о трех мирах, Нижний мир достался младшему из трех братьев Арсандулаю. Да? Как я рассказывал, там Юрюнгаи Тойон это в верхнем мире, Лутуйор Тойон тоже на верхнем мире живет. И средний мир достался богатырям Аи, а нижний мир достался Арсандулаю. И в пространстве Олонхо чудовища абасы обитают не только во всех четырех сторонах света, да, восток, запад,
север-юг, да, но и по морском, но они связаны с морями. С морями связаны с водной стихией, и Волонхо, они обитают перевалах являются хозяевами горных ущелий. Волонхо, Нижний мир, расположен внизу, как бы на севере. Нижний мир описывается в Волонхо как сумеречная страна, где царит все время мрак, туман, небо и солнце не дают полноты света. Поэтому небо похоже по свету, как недоваренную уху. Одним из отрицательных персонажей является Ильбискыга. Богатыри Абасы, вообще отрицательные персонажи, конечно, имеют функции нападения на племени Аи Аймара, разрушения страны Аи. Они похищают, убивают людей, и в основном они, как рассказывает Саволонхо, они уводят суженных богатырей Аи, да? И они характеризуются как грубые, полное отсутствие каких-либо культурных навыков. Они не чистоплотны, никогда не моются, глаза их гноятся, да? Они неразборчивы в еде, питаются насекомыми, червями, гнилыми продуктами. Они очень высокомерны, самодеянны. Их особенность, они каннибалы. Они поедают друг друга, также поедают людей Аи. На кого или на что похожи абасы, как они выглядят? У нас все принято то, что в Волонхо все абасы, они однорукие, одноногие, с одним глазом. Первый тип богатырей, абасы, чудовищ, это является антроморфный, который приближен к человеческому облику. Да? Они велики по размеру, имеют громадный рост, они прожорливы, могут в один присесть, съесть целую кобылу, целого жеребца. Они ничем не отличаются от жителей Среднего мира, но их отличие от людей Срединного мира, то что у них очень длинный и отвратительный язык. Потом есть типы абасы, которые имеют признаки телесной асимметрии. Как я рассказал, да, абасы с каким-либо недостатком в частях тела. Это одноногие, однорукие, одноглазые, либо абасы с каким-либо переизбытком в частях тела. Это многоголовые, многоногие. Именно такой недостаток или переизбыток. Есть третий тип, это орнитоморфный, их описание приближается к внешним признакам птицы, различных мифических птиц. Есть типы зооморфные, которые приближены, наружный вид напоминает какого-то мифического неизвестного животного. И у нас все они передвигаются на чем-либо, эти абасы. И средством передвижения абасы могут быть змеи, мифические лошади, могут быть быки, либо есть быки, которые имеют 8 ног. И эти восьминогие быки иногда перекликаются, конечно, тоже с скандинавской мифологией, где Один имеет быка и коня, то есть, да, тоже с 9 ногами. Бывают ли хорошие абасы? Бывают ли хорошие персонажи абасы? В Волонхо есть такие сюжетные линии, где есть невраждебные отношения богатыря Абасы и богатыря Аи.
такие как союз между богатырем Аи и Аббасом. Бывают такие случаи, когда богатыри Аббасу помогают богатырю Аи одолеть другого богатыря Аи, либо другого богатыря Аббаса. Либо вот эти богатыри Аббаса, они предстают как в роли слуги и раба. Либо они могут дать услугу Аббасу, могут дать услугу богатырю Аю, чтобы он переправился через огненное море. Смерть Аббаса и как и почему избавляется от трупа Аббаса. Основным видом избавления от трупа Аббаса в Олонхо это сжигание. Главный герой стремится со всеми способами избавиться от богатыря Аббаса, считая, что если там останется какой-то остаток, либо какие-то части тела, то он может возродиться и тоже по новой опять причинять людям вред, неудобства, можно сказать, срединному миру. Иногда Аббас перед неминуемой смерти просит богатыря Аи, чтобы его похоронили как человека срединного мира. Но, конечно, он получает отказ. Аббасы иногда бессмертны. Например, в Олонхо братья Басымне Батыр и Бахтай Берген, богатыри убивают злую девушку Аббаса, Анцарапанай Хотун, и сжигают ее тело. Но зрачок ее глаз улетает в небо, оттуда она их проклинает. Поэтому иногда в Олонхо Аббасы являются бессмертными. Существуют моменты, когда прах чудовища превращается в разные гады и насекомые. Система персонажей Аббаса, отрицательных героев, как и система персонажей главных героев и мифологических образов, она тоже очень богата и разнообразна. В каждом Олонхо есть свои уникальные образы, есть устойчивые образы. Бестиарий Олонхо вообще в целом у нас тоже требует дальнейшего изучения, воссоздания. И, конечно, она, можно сказать, что полностью еще не изучена. И поэтому, конечно, наша цель в будущем исследовать все известные тексты, всех описать и понять в целом их природу возникновения в Олонхо, их генезис.